Согласно статистике, туберкулезом в России ежегодно заболевает более 30 человек из 100 тысяч. И хотя смертность от него снижается с каждым годом, ситуация все еще остается напряженной. Хуже всего ситуация на Дальнем Востоке и в Сибири, говорят на конференции. В течение 10 последних лет отмечается снижение показателей везде, как в Европе, так в Российской Федерации, так и в мире. Но если посмотреть в Европу, конечно, там положение лучше, и показатели заболеваемости и смертности намного ниже. Срединное положение занимает Российская Федерация, Ингушетия, которая входит в состав Северо-Кавказского региона, занимает 3-е ранговое место. Лучше чуть-чуть ситуация в центральном районе и северо-западном округах. По данным статистики, в Ингушетии в 2023 году зарегистрировано 137 больных туберкулезом. В 2022 их было на порядок больше – 157. Необходимо объединить усилия против борьбы с туберкулезом. Здесь говорят о научных исследованиях, методах диагностики и лечении коварной болезни. На сегодняшний день имеем все новейшее оборудование, который позволяет в кратчайшие сроки выявить и начать адекватное лечение. Почему я выделила слово «адекватное»? Потому что если раньше мы ждали чувствительность по препаратам 3 месяца, то на сегодняшний день у нас есть метод ПЦР, метод БАКТЕК. В течение недели, максимум 3 недель мы можем установить чувствительный или устойчивый туберкулез и начать адекватное лечение. И чтобы его начать, у нас для этого есть все необходимые препараты. То есть на сегодняшний день, мы вам озвучивали ситуацию по Северному Кавказу, именно в нашей республике все препараты имеются. Повысить осведомленность населения о глобальной эпидемии болезни и методах профилактики – главная цель конференции. Всемирная организация здравоохранения уже поставила задачу к 2050 году избавить планету от туберкулеза. К сожалению, до сих пор существует эта болезнь, уносит жизни. Много людей становятся инвалидами от туберкулеза. Мы ежегодно делаем акцент. Целый месяц мы упорно проводим сам просвет работу, проводим какие-то акции, проводим углубленные обследования населения для того, чтобы усилить, скажем так, внимание к данной проблеме. Фтизиатры напоминают участникам конференции, туберкулез давно перестал быть социальной болезнью и может заболеть каждый. Врачи говорят, что палочку Коха, возбудитель туберкулеза, можно вдохнуть где угодно, но вероятность заболеть после такой встречи не больше 10%. Палочка Коха, она выделяет туберкулопротеиды, которые оказывают повреждающее действие на ткани. То есть они проникают, вызывают специфическое воспаление, там возникает клеточный ответ, гуморальный иммунитет, там увлекаются лимфоузлы, все, этот механизм запускается, и самое главное, при отсутствии адекватного иммунного ответа происходит заражение. Почему это важно? Смотрите, на сегодняшний день инфицированы мы все. Однако надеяться только на иммунитет тоже нельзя. Раз в год в обязательном порядке нужно проходить флюорографию. Это самый действенный способ профилактики. Тамара Хашагульгова, Мухаммад Тарасигов, Магас 24.